Здравствуйте. Шоу-программы, мюзиклы, студия классического балета. Чувашский государственный институт культуры и искусств расширяет линейку образовательных программ. А благодаря участию в федеральных проектах появилась сеть виртуальных концертных залов. У нас в студии ректор этого творческого вуза Наталья Баскакова. Здравствуйте, Наталья Ивановна. Здравствуйте. Наталья Ивановна, вы открываете школу-студию классического балета. Что это за проект? Это очень интересный проект. Мы его реализуем совместно с Театром оперы и балета. Это проект для подготовки профессиональных кадров для Театра оперы и балета. Художественным руководителем нашей студии является Даниил Салимбаев. Как мы знаем, это художественный руководитель балетной труппы нашего театра. Студия «Школа балета» называется «Attitude», что означает «высокая позиция». Мы будем готовить деток примерно с возраста 6 лет. Я думаю, желающих будет много, потому что уже родители начали реагировать на рекламу, уже появились обращения, появились звонки, люди очень интересуются, потому что все родители заинтересованы в профессиональном становлении своих деток. Это, во-первых. Во-вторых, конечно же, это трудоустройство. Мы все прекрасно понимаем, что если мы начинаем уже ребенка с малых лет обучать какому-то искусству, какой-то специальности, то в дальнейшем уже ребенок будет реализовывать себя на профессиональном поприще и станет солистом театра оперы и балета. Я думаю, что это прекрасная история для всех родителей, когда они будут уверены в будущем своего ребенка. А обучение платное? На начальном этапе, да, обучение платное, но так как у нас этап предполагает несколько лет, то самых талантливых деток мы будем обязательно переводить на бюджетную форму обучения. Наталья Ивановна, я также знаю, что вы расширяете линейку образовательных программ, и действительно появились новые профили. Да, у нас появились замечательные профили, такие как продюсирование, у нас появились профили как информационно-аналитическая деятельность, и мы планируем в дальнейшем обязательно реализовать такие профили, пролицензировать, как классическая хореография и туризм. Я думаю, что эти профили, они наиболее будут востребованы в учреждениях сферы культуры и искусства Чувашской Республики. Ну, скажите, уже логически напрашивается такой вопрос, как о начале работы приемной комиссии, приемной кампании. Вот немножко более подробно об этом. Приемная кампания начинает работу с 18 июня. И, как мы знаем, приемная кампания она начинается в онлайн-формате. Все ребята, все абитуриенты могут подать свои заявления онлайн. И также, в принципе, могут сдавать экзамены онлайн, творческие, профессиональные. Особенно это очень, наверное, будет актуально для иногородних абитуриентов, которые не всегда могут приехать по каким-либо причинам. Но вот, как мы знаем, в обязательном порядке для тех, кто окончил школу, нужно иметь ЕГЭ по русскому языку и литературе. И дело в том, что творческий вуз от других вузов отличается именно вступительными испытаниями. Один из таких элементов – это вступительные испытания, которые проводятся в вузе обязательно. Это испытание творческой профессиональной направленности, где мы уже выявляем одаренность детей, творческие навыки, профессиональные навыки, что они умеют, как они владеют телом, к чему они уже будут готовы. Ну, Наталья Ивановна, самородки-то есть? В какой отрасли, какой области такие интересные детки приходят к вам? Ну, во-первых, мы очень активно сотрудничаем со школами искусств нашей республики и проводим невероятное количество конкурсов на выявление одаренных детей, на выявление талантов. Так, например, мы проводим республиканский конкурс совместно с Министерством культуры, который называется «Одаренные дети Чувашии». И на нашей базе мы проводим международные конкурсы, такие как «Калейдоскоп талантов», «Танцуй». Мы видим этих потрясающих, уникальных деток, мы ведем с ними переговоры, мы начинаем их уже готовить сначала морально, потом уже начинаем с ними заниматься для поступления в наш прекрасный вуз. Вы знаете, для современной молодежи, наверное, в первую очередь сейчас очень важна и нужна именно творческая самореализация. Для человека важно реализоваться в той или иной области, и для современной молодежи это является приоритетом.
Сотрудничество с другими вузами, которые находятся в других регионах. Как выстроена эта система? Мы очень активно сотрудничаем с разными вузами нашей прекрасной страны. Я бы хотела отметить, что в прошлом году осенью, благодаря министру образования Салаевой Аллы Леонидовны и заместителю министра культуры Российской Федерации Риловой Ольги Сергеевны, мы заключили договор с Краснодарским институтом культуры и ведем очень плотную работу, очень плотную совместную деятельность. В частности, мы проводим и конференции, и круглые столы. Они активно участвуют в курсах повышения квалификации наших работников сферы культуры и искусства. Кроме того, мы с делегацией во главе с министром культуры Чувашии с Светланой Анатольевной Каликовой буквально недавно, в апреле, посетили Краснодарский институт культуры для того, чтобы уже перенимать опыт. Мы посмотрели их потрясающую материально-техническую базу. И, конечно же, вот этот потрясающий, удивительный опыт по двухуровневому, трехуровневому образованию, он, конечно, бесценен. И я думаю, что обязательно мы это будем реализовывать в Чувашской республике. Двухуровневое образование, оно как раз предполагает среднее профессиональное образование и высшее профессиональное образование. И здесь очень много таких положительных моментов, когда студенты, которые окончили среднее профессиональное образование, то есть училище, они могут уже поступить в институт и практически даже перейти на обучение по высшей форме образования без вступительных испытаний, и срок обучения сокращается. Буквально это будет 2-3 года. С школами искусств республики насколько тесно вы взаимодействуете? Мы работаем поэтапно. Конечно, мы сейчас в первую очередь наладили связь со средним профессиональным образованием. И в дальнейшем, естественно, у нас есть факультет дополнительного образования, где мы очень плотно работаем со школами искусств. Мы посещаем их мероприятия, они посещают наши мероприятия. Более того, на нашей базе они проводят отчетные концерты. И мы уже видим и деток. Мы очень активно работаем с директорами школ искусств. Кроме того, наши выпускники работают в школах искусств. И очень часто директора к нам приходят и рассказывают о своих учреждениях, общаются с нашими выпускниками, подбирают себе кадры. Я думаю, что это очень хороший результат. Знаю, что в вашем вузе есть попечительский совет. Вот немного о его деятельности. Попечительский совет у нас существует с 2016 года. Мы очень плотно работаем. И, конечно, основные вопросы – это вопросы социально-экономического характера. Мы привлекаем обязательные инвестиции через попечительские советы. Я хочу сказать, что в этом году, в феврале месяце, председателем попечительского совета стал Аксаков Анатолий Геннадьевич. Мы очень активно с ним, очень плотно работаем. Несмотря на его достаточно серьезный график, он находит время для нас, и мы с ним уже составили дорожную карту, уже начали ее реализовывать. Ну и участие в федеральных проектах, об этом нельзя не сказать. Очень много интересных вещей появилось благодаря этой работе. Мы активно участвуем в федеральных проектах, и в 2019 году мы открыли виртуальный концертный зал. Как вы знаете, это федеральный проект, национальный федеральный проект «Культура». Более того, так как мы имеем уже опыт, и заведующий учебным театром, который курирует виртуальный концертный зал, Рустам Алимжонович Саидкулов, активно сотрудничает со всеми филармониями нашей России. И более того, сейчас, вот благодаря тому, что он часто посещал различные мероприятия и различные совещания Министерства культуры России. Кроме того, в прошлом году ВУЗ активно участвовал в национальном проекте «Демография», где вот по всей республике обучились работники сферы культуры и искусства и получили дополнительное профессиональное образование благодаря нашему ВУЗу, благодаря этому проекту. Мы задействовали практически все районы. Это и Алатырский, и Шумерлинский, и Вурнарский, Мариинско-Посадский районы очень активно принимали участие. Мы обучили порядка 100 человек, работников сферы культуры и искусства нашей республики. Цели и задачи на ближайший год, на окончание этого года календарного, и, возможно, есть планы на будущее?
Но, конечно, основная цель нашего вуза – это подготовка профессиональных кадров для республики. И мы делаем очень активно на это упор. Мы сейчас будем развивать двухуровневую систему. Мы активно сотрудничаем со школами искусств. Мы активно будем создавать на нашей базе. Вот сейчас мы начали создавать прекрасную школу-студию балета. Мы также планируем на нашей базе открыть Академию народного творчества. Это также будет подготовительная работа с ребятами, с абитуриентами, с детками, начиная от 6 лет. Мы будем развивать такие направления, как народный танец, народное инструментальное искусство, народное орнаментальное искусство. То есть мы делаем упор исключительно на подготовку кадров для сферы культуры и искусства Чувашской Республики. Дорогие друзья, сегодня в студии у нас была Наталья Баскакова, ректор Чувашского государственного института культуры и искусств. Огромное вам спасибо. Маргарита, спасибо вам огромное за потрясающее интервью.